На сегодняшний день и в Казахстане, и во всем мире мы наблюдаем большую активность финансовых пирамид, которые изощренно маскируются и под различные клубы путешественников, инвестиционные проекты и даже образовательные центры. В Казахстане мы даже видели такую ситуацию, когда реклама одного из подозрительных проектов выходила на дисплеях рекламной кампании Star Media в столице. Но хорошо, что оперативники Департамента экономических расследований вовремя предприняли меры и сняли эту рекламу. Очень много рекламы выходит в социальных сетях, в мессенджерах. И что с этим делать, что делает государство, что делают правоохранительные органы, об этом мы сегодня поговорим с представителем агентства по финансовому мониторингу, заместителем руководителя Департамента превенции и аналитических разработок Давыдовым Андреем Владимировичем. Здравствуйте, Андрей Владимирович, рады приветствовать у нас в студии у проекта StopPyramida.kz. Андрей Владимирович, насколько реклама финансовых пирамид на сегодняшний день является проблемой в нашей стране и как она угрожает финансовой безопасности наших граждан? Добрый день, уважаемый Юрий Виссарионович. Спасибо вам за приглашение на ваш проект и за поднятие такой вот актуальной проблемы на сегодня, которая действительно имеется в обществе. Да, это действительно актуально. На самом деле сегодня и старый, и млад сидит в интернете, и один из таких методов и признаков финансовой пирамиды это является агрессивная реклама. С учетом того, что в условиях современных реалий это все происходит, конечно же, в социальных сетях и мессенджерах. Поэтому данный вопрос действительно актуален. Действительно есть определенные проблемы, и мы стараемся с ними бороться. Поэтому вопрос актуален, действительно. Тогда вот такой уже практичный вопрос. Может ли агентство по финансовому мониторингу блокировать рекламу, которая выходит, например, в Инстаграм, в ТикТоке или в Фейсбуке по своему усмотрению, не дожидаясь заявлений граждан? Действительно, мы этим занимаемся. У нас есть определенные эти инструменты, которые мониторят постоянно интернет-пространство. Мы выявляем, получается, проекты, которые содержат признаки финансовых пирамид. После этого есть определенный регламент. Мы вносим эти сайты и аккаунты, имеющие признаки финансовой пирамиды, в информационную систему Кибернадзор, держатель которой является Министерство культуры и информации. Затем дается еще, помимо нашего заключения, еще дается заключение аналитического центра МКИ. После этого только принимается решение о блокировке того или иного сайта. Но, как правило, это все происходит оперативно во избежание многочисленного вовлечения граждан в эти противоправные проекты. А есть какие-то количественные показатели, да, вашей работы? Сколько сайтов заблокировано, сколько аккаунтов заблокировано? На сегодня нами заблокировано почти 7 тысяч сайтов и аккаунтов с признаками финансовой пирамиды. Закрыт 41 чат с 300-тысячной аудиторией потенциальных вкладчиков финансовой пирамиды. Это количество участников этих чатов и аккаунтов. Работа в данном направлении находится на контроле и постоянно отслеживается ее эффективность. В целом, что хотелось бы добавить, такое большое количество сайтов и аккаунтов связано с тем, что многие из них управляются из-за рубежа, то есть создаются иностранными организаторами, и по большому счету их привлечение к уголовной либо административной ответственности затруднительно. Тем не менее, мы, чтобы огородить наших граждан и обезопасить их от этих мошеннических проектов, блокируем эти противоправный этот контент. Также для пресечения деятельности этих трансграничных пирамид мы создали на пространстве СНГ рабочую группу в рамках Координационного совета органов налоговых расследований государств-членов СНГ. Это специальная рабочая группа, которая непосредственно занимается пресечением деятельности трансграничных пирамид.
На сегодня порядка 20 крупных иностранных проектов мы передали им для отработки. Сейчас ждем результаты, обратную связь. Да, хотел бы немного добавить, когда предлагает какой-то заработок и, скажем так, потенциальных вкладчиков переводят в Telegram или иные чаты, и вот все общение происходит в рамках чатов, где люди даже не знают на самом деле, с кем общаются, кроме аватарки и, возможно, вымышленной фамилии, имени, то это, ну, на наш взгляд, это достаточно серьезный признак финансовой пирамиды или мошеннического проекта. И, кстати, мы видим даже такое явление, когда мошенники стали переводить людей в зарубежные чаты, закрытые чаты, например, в Гонконге есть там свои чаты, да, в Китае. И туда уже просто так, например, нам уже достаточно сложно зайти, посмотреть, что происходит в этих чатах. И вот это является признаком непрозрачности коммуникации и, соответственно, признаком финансовой пирамиды. Да, я с вами абсолютно согласен. Это один из признаков финансовой пирамиды, когда ты реально не видишь своего, да, так скажем, своего человека, который, да, организатор, который предлагает тебе, так скажем, какую-то работу, заработок, ты его не видишь вживую, общаешься с ним посредством соцсетей, мессенджеров, при этом доверять такому человеку и такому проекту, ну, абсолютно неправильно. И любой проект или вообще любой, так скажем, какая-то инициатива, которая скрывается от, так скажем, общества, скрывается от правоохранителей, да, и так далее. Здесь уже нужно понимать, что здесь что-то не так. То есть это один из тех признаков, когда, например, не запускают в группу всех желающих, да, то есть она действует именно вот для закрытой, да, какой-то группы, туда очень тяжело попасть только по приглашению. Это уже говорит о том, что здесь что-то скрывается, что-то здесь не так, что-то здесь какая-то серая схема. То есть граждане должны сразу обращать на это внимание и понимать, что здесь есть большие риски потерять свои деньги и свои средства. Дальше мы с вами, наверное, обсудим еще более подробно, вот на какие признаки нужно обращать внимание нашим гражданам, чтобы не попадать в ловушки мошенников. Андрей Владимирович, вот такой вопрос. Планируется ли у агентства по финансовому мониторингу наладить сотрудничество, может быть, оформить его юридически с IT-платформами, с техногигантами, для того, чтобы ужесточить модерацию рекламы, для того, чтобы в автоматическом режиме выявлять признаки мошенничества и финансовых пирамид, и тем самым, скажем, облегчить работу вам и минимизировать выход такой рекламы на публику? Хочу сказать, что мы определенно в этом направлении двигаемся. На сегодня у нас есть определенные IT-инструменты, которые позволяют нам, которые нам помогают, так скажем, которые мониторят соцсети, какие-то подсказки нам дают. То есть, но в действительности в целом нами было инициировано создание единой платформы, которая будет блокировать не только поиск, но и саму блокировку будет осуществлять в автоматическом режиме. Данная инициатива наша внесена в комплексный план по противодействию теневой экономике. Соответствующие уполномоченные органы занимаются данной инициативой и для минимизации человеческих ресурсов и так далее, и для эффективной работы по блокировке противоправного контента. Он прорабатывается. И то есть я думаю, что он будет реализован в ближайшее время. Вот буквально на днях мы в СМИ видели публикации, что министр информации Балаева встречалась с представителями Мета, и в том числе по этому вопросу. Это вот часть этого плана, да? Нет, это, возможно, другая работа, не в рамках плана, но она тоже очень важная, очень актуальная. Почему? Потому что все-таки окончательное решение по блокировке тех или иных аккаунтов в соцсетях, в том числе Telegram, Instagram, оно принимается владельцем соцсети, то есть непосредственно Мета, TikTok и так далее. Поэтому налаживание контактов с данными платформами – это очень важный вопрос для принятия оперативного решения, оперативных мер
по обезвреживанию, так скажем, этих площадок противоправных и не вовлечению наших граждан в их теневые схемы. Андрей Владимирович, такой вот конкретный вопрос, и хотелось бы, чтобы наши подписчики еще раз это услышали уже от представителей агентства по финансовому мониторингу. Какие санкции грозят тем, кто распространяет и публикует рекламу финансовых пирамид в социальных сетях и на других ресурсах? Чем это грозит? Я хочу сказать, что, как вы знаете, и не понаслышке, потому что вы активно участвовали и принимали участие в этой работе, у нас в Казахстане введена уголовная ответственность за рекламу финансовой пирамиды. Это статья 217 прим. 1. Она предусматривает до 4 лет лишения свободы при определенных отягчающих обстоятельствах. То есть, поэтому наказание здесь серьезное, и нужно задуматься перед тем, как рекламировать тот либо иной проект, связанный с вложением инвестиций и, то есть, каким-то пассивным заработком. То есть нужно разобраться, после этого только рекламировать, убедиться, что он действительно законный и так далее. И насколько мне известно, еще наши органы часто применяют статью, ну относительно часто применяют статью 150 Кодекса об админправонарушениях. Вот у вас есть какая-то статистика, сколько людей было привлечено к административной ответственности, уголовной ответственности? Да, действительно, есть и административная ответственность, 150 статья КоАПа. Что касается статистики, у нас за последние 2 года, получается, зарегистрировано порядка 11 уголовных дел, почти столько же административных. К ответственности привлечено 18 лиц. Работа эта как бы постоянно находится на контроле. Мы смотрим, мониторим, и в случае, если есть действительно основания, если есть состав, то мы привлекаем таких лиц к ответственности. Понятно. Вот, уважаемые зрители, еще раз повторяем, лишний раз не рекламируйте какие-то непонятные проекты, которые обещают баснословные заработки. И если вы не знаете на самом деле, кто за этим проектом стоит, какая там юридическая структура и так далее, да, потому что в итоге вы можете быть как минимум привлечены к административной ответственности, а как максимум можете быть еще и лишены свободы на срок до 4 лет. Есть определенные критерии, так скажем, признаки, которые характеризуют деятельность финансовой пирамиды. Мы тщательно изучаем этот проект, изучаем его маркетинг. Если нужно, оперативно подрабатываем. И только после этого мы делаем выводы о том, что данный проект имеет признаки финансовой пирамиды. Далее этот проект направляется, если мы видим, что организаторы в Казахстане, мы обязательно направляем его в наши подразделения специальные, которые все это проверяют, все это фиксируют. После этого уже, как говорится, мы приходим и начинаем расследование. Если же данный проект находится за рубежом, мы информируем наших коллег за рубежом, а также блокируем этот противоправный контент для того, чтобы наши граждане не могли попасть в ловушку мошенников. Что касается признаков, да, на которые вот, нужно в первую очередь обращать внимание гражданам, на самом деле это 5 основных признаков. Первый признак – это очень высокие обещания очень высокого пассивного дохода. Это когда тебе предлагают до 1000% в год, при том, что ни один легальный бизнес не приносит такой прибыли, так скажем. Да? Второе – это обязательное привлечение вкладчиков. Ты должен за собой привести друзей, родственников, коллег. За это тебе обещают начисление хороших бонусов. На самом деле это матричная система, да, по которой одни граждане получают прибыль за счет привлечения других. Третье – это когда проект не зарегистрирован в Казахстане. Как вот мы до этого с вами говорили, что там какие-то закрытые чаты, зачастую они прикрываются какой-то
зарубежной иностранной знаменитой компанией, что на самом деле не является действительностью. Предлагают какие-то воздушные проекты, то есть где-то там за рубежом. На самом деле никакой продукт тебе, реальный продукт тебе не реализуется, не продается. Все слова, как говорится. Да? Третье, это получается отсутствие юридического сопровождения. Когда с тобой не заключается никакого договора, письменно, никаких обязательств, никакой ответственности сторон не предусмотрено. В таком случае нужно задуматься, если вдруг тебе не вернут деньги, как ты будешь это доказывать. Четвертое, это когда тебе не предоставляют никаких платежных квитанций, никаких чеков. При том, что ты вносишь хорошие суммы денег, ты в дальнейшем не сможешь ничто доказать, что ты эти деньги действительно как бы внес в этот вклад в этот проект. Опять же, один из признаков — это агрессивная реклама в интернете. Пестрят соцсети, пестрят мессенджеры, предлагают заманчивые предложения и так далее. Нужно понимать, что большие деньги без труда — это ловушка. Это ловушка, уловка мошенников. И не нужно обольщаться, не нужно идти и вкладывать все деньги, потому что ты в дальнейшем в конце концов их потеряешь просто, и все. Основной еще признак, пятый, это отсутствие лицензии агентства по регулированию и развитию финансового рынка. То есть если это инвестпроект какой-то, который привлекает денежные средства граждан, он обязательно должен быть зарегистрирован и иметь лицензию на привлечение денежных средств граждан. Этот сайт, у агентства этого есть свой сайт в открытом доступе. Любой гражданин может зайти и проверить этот проект, в который он хочет инвестировать. Есть ли у него лицензия, либо нет. Также, если это связано с какими-то криптотехнологиями и так далее, нужно посмотреть регистрацию на международном финансовом центре. Это тоже открытый сайт, где можно посмотреть ваш проект, в который вы хотите инвестировать, является ли законным, он зарегистрирован ли на площадке МФЦ и так далее. Вот эти элементарные признаки вроде бы кажется, но на них нужно обращать внимание для того, чтобы убедиться, что данный проект законно и легально. А если эти признаки присутствуют, то нужно отказаться. Не нужно вкладывать деньги, потому что есть большие риски потерять их. Да, вот вы правильно отметили по поводу ловушки, потому что очень много комментаторов у нас, которые пишут под нашими распаковками, разоблачениями, что, дескать, этот проект платит, что вы вводите людей в заблуждение. Я всем отвечаю, если он не будет платить, кто туда придет? То есть обязательно выделяется какая-то часть наличности для того, чтобы прикормить людей, чтобы они привели туда родственников и так далее. И уже потом, чем больше людей заходит, снять с них наличку и, как говорится, потом происходит скам. Да? Поэтому это называется все прикормка, которая становится вот этой ловушкой. И мы обязательно опубликуем ссылки, где можно проверить регистрацию на МФЦ и лицензии, который выдает МФЦ, и ссылку на сайт агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Кстати, здесь еще сделаю небольшое добавление. У нас в практике очень часто мошенники делают рассылки, прикрываясь чужими лицензиями. Да, там берут, например, криптовалютную биржу, которая зарегистрирована на МФЦ, и начинают говорить, что это мы. Ну, в этой ситуации, конечно, мы сразу разъясняем людям, что, а как вы общаетесь с этими ребятами? И все, опять же, происходит через вот эти вот чаты, да, то есть нет реального сайта, у которого можно проверить доменное имя, написать там через службу поддержки, а как правило все уходит вот в те чаты, которые вы блокируете. И еще одно добавление, тоже это вот с точки зрения проекта Стоп Пирамида, мы видим, если в рекламе есть фиксированная сумма, заработай через месяц $1 000 000, заработай через неделю $3000, заработай за один день там
5000 USDT токены, да, Tether, то это, скорее всего, тоже признак мошенничества, потому что ни один бизнес не может объявлять заранее какую-то прибыль за какой-то период времени. Да, согласен. Нужно очень щепетильно подходить к этим вопросам, нужно проверять, потому что это ваши финансы. Это финансы, которые нужно вкладывать в законные, в легальные проекты. Пусть там прибыль будет, конечно, там, может быть, там, конечно, не такая, но зато вы будете спокойны, что ваши деньги будут в сохранности, вы будете получать определенную прибыль. И, в принципе, как бы это правильно и закономерно. Что касается то, что вы говорили, что действительно там они же платят деньги, люди вот так говорят. На самом деле любая пирамида, она изначально в ней заложено несколько стадий ее функционирования. Первое это когда идет реклама, привлекают всех, заманчивые предложения о прибыли. Вторая, когда действительно эти деньги выплачиваются первым клиентам, да, как бы они получают, довольные, начинают звать следующих, идет молва, так скажем, да, и когда уже набирается определенное количество граждан, вовлеченных в эту деятельность, наступает стадия краха. Вот тогда уже получается большинство вкладчиков, они остаются в минусе. Ну, то есть они теряют свои деньги. К сожалению, статистика и практика подсказывают, что есть определенные граждане, которые, осознавая то, что это финансовая пирамида, идут туда, надеясь быть первыми, как вот они знают примерно вот эту технологию, что там первый будет получать какие-то выплаты, и получается вовлекаются туда, привлекают граждан, зная, что будет когда-то крах, стараются на начальном этапе получить свою прибыль, в дальнейшем получается в итоге люди, которые за ними идут, уже теряют деньги. Некоторые граждане просто не успевают получить прибыль. Вроде они надеются, а вдруг я буду первым, в числе первых и извлеку, да, эту прибыль. Но приходя, это никто не гарантирует никому, что он получит прибыль или не получит. Они также обжигаются и теряют свои вложения, свои средства. Поэтому здесь не нужно как бы вовлекаться в эти схемы, надеясь получить заработок. На самом деле ты можешь потерять все, последнее. Да, и вот еще добавлю, поскольку мы такой важный вопрос о признаках затронули, мы видели, что в основном, когда уже проект близится к скаму, к падению, там начинаются вообще такие сумасшедшие предложения. Внеси сегодня 1 миллион и тут же получи кэшбэк. Да? И мы знаем, что, ну, например, мы знаем, что была такая финансовая пирамида Финика, ну, источник ее в Российской Федерации был. Огромное количество людей туда зашло уже на последних стадиях, да, когда именно вот такие вот обещания были сумасшедших заработков, и большое количество потерпевших на последних стадиях зашло, причем уже после возбуждения уголовного дела в Российской Федерации. Поэтому, конечно же, будьте аккуратны и перепроверяйте. И еще скажу так, вот мы знаем, да, все эти проекты HRT, который говорил, что там бизнес на самокатах, Кархоми, которые говорили, что там бизнес на сдаче в аренду автомобилей. Если казахстанцы не умеют сравнивать этот проект с тем, который на самом деле есть на рынке, не может сравнить показатели, не может сравнить арендную плату, да, за какой-то период, то лучше вообще не прикасаться к таким вещам, потому что знаний на самом деле недостаточно, а человек хочет как бы на чужих плечах там заехать в какой-то финансовый рай. Да, согласен. Я вот выше приводил тоже, что один из признаков это воздушные проекты. То есть, когда просто слова, да, говорят, что ваши деньги будут вложены там в перспективные проекты где-то там за рубежом, при этом вы не видите, да, самого этого организатора, не можете ознакомиться, да, вот действительно с легальностью этого проекта, либо принадлежностью этого лица, который вас вербует, так скажем, да, что он действительно является представителем или директором этой пирамиды. Лучше туда и не надо лезть, потому что, как я уже говорил, наши все официальные инвестпроекты, которые работают в Казахстане, они имеют лицензию.
И те, которые законные, они зарегистрированы, и можно с ними ознакомиться. У нас, да, вот на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. А те, которые, ну, непонятно, то есть они легальные, нелегальные, у вас есть сомнения, ну, лучше туда и не надо лезть, потому что в дальнейшем это все чревато. То есть в итоге вы получите крах, потеряете свои деньги. И еще одна такая ремарка. Если у вас есть соблазн взять кредит и вложить вот в какой-то такой проект, или если вас вообще подталкивает взять кредит и сделать взнос, потому что он очень быстро отобьется, а это кредиты, как правило, потребительские с очень высокой ставкой вознаграждения, это очередной признак, что, скорее всего, вас затягивают в какой-то, ну, назовем так прямыми словами, лохотрон. Потому что брать потребительские кредиты по 30-40% и вкладывать их куда-то, ну, это очень, ну, скажем так, большая глупость. Почему? Потому что бизнес пользуется совсем другими кредитами и по другим ставкам, и реальный бизнес просто не сможет вам отбивать такие процентные расходы и обслуживание долга. Да, на самом деле это является одним тоже из таких, так скажем, звоночков, да, когда вам говорят, возьми кредит и заработай у нас, да. Когда ставки банка, да, по кредиту, они меньше, чем вам предлагают доход, и граждане, видя это, думают, да, я сейчас возьму кредит и заработаю как бы на вот этом проекте. Но на самом деле есть же официальная ставка, да, вот Национального банка, где определены, например, ставки депозита, да, определены. И когда банк дает кредит, он же тоже как бы, ну, рассчитывает, да, то есть там максимально закладываются все риски, все. Да. И когда процентная ставка вашего дохода выше, то, конечно же, это звонок о том, что, скорее всего, вас обманывают. И еще такой момент, вот многих людей, когда мы отговариваем от вложений в тот или иной проект, мы всегда говорим, слушайте, вы там хоть одного видели миллиардера из списка Forbes, который взял свои капиталы и вложил под 20% там в месяц, да, или под 1000% годовых. И почему там в основном люди с низкими доходами, многодетные семьи, люди с инвалидностью, да, очень много людей из сельской местности. А ни одного миллиардера, там, которых мы знаем всех в лицо, там просто нет. Потому что эти люди, они более финансово грамотны и знают, куда вкладываться можно, как эти риски определять, как определять перспективу проекта. А те люди, которые готовы брать кредиты и вкладывать вот в различные такие схемы, конечно же, многим инструментарием просто не обладают и его не знают. Да, поэтому, как говорится, лучше не нужно этого делать, потому что в итоге ты возьмешь кредит, продашь свое там единственное жилье, машину, и в итоге ты останешься ни с чем. То есть и вместо того, чтобы получить прибыль, ты останешься, как говорится, у разбитого корыта. И это проблема, которая будет и для тебя, и для твоих родственников, и для твоих родных. Нужно сначала подумать, все эти риски просчитать, и надо отказаться от этого на самом деле. Кто основной распространитель рекламы финансовых пирамид? Это блогеры, это средства массовой информации. Вот каков портрет этих людей? Ну, судя по нашей практике, на самом деле сейчас большинство рекламы финансовых пирамид, оно осуществляется через социальные сети, через анонимные мессенджеры, это в соцсетях, да, в том же Телеграме и так далее. То есть, вот опять же, как вы говорили, это закрытые группы, куда если один человек где-то участвовал в финансовой пирамиде, его могут перекидывать в эти группы, вовлекая в различные проекты, якобы для заработка. На самом деле проблема вот такая есть. Но на сегодня данные лица, они скрывают свои данные своих аккаунтов, номеров телефонов, то есть думают, что все делают анонимно. Но на самом деле у нас есть определенные инструменты, которые позволяют нам вычислить этих злоумышленников. По ним будем работать, и ну, что обязательно как бы до истины дойдем и привлечем их к ответственности. Поэтому
С первого взгляда это все, они думают, что это все анонимно, но на самом деле мы свои проводим расследования и вычисляем таких владельцев таких аккаунтов. Ну и, соответственно, к ним применяются меры. Что касается, как вы говорили, средств массовой информации и блогеров, на сегодня, да, конечно, есть такие факты и в средствах массовой информации, но по каждому такому факту дается оценка на предмет наличия состава преступления или административного правонарушения по факту рекламы финансовой пирамиды. Хочу сказать, что всем известная ситуация по Мударова Капитал все-таки заставила задуматься определенный круг лиц, которые могли бы рекламировать, да, то есть это те же блогеры. И более того, мы превентивно отрабатываем данный вопрос, мы вот проводим определенные разъяснительные работы и в средствах массовой информации, и в соцсетях, разъясняем, какие проекты нельзя рекламировать, которые считаются финансовыми пирамидами, мошеннические проекты. Мы также проводим тематические форумы. Вот в том году, как раз таки в июне месяце, мы провели АФМ онлайн 2024. Туда мы пригласили большое количество блогерской сферы, да, блогеров-миллионников, известных медийных личностей, где мы пригласили уполномоченные органы, разъяснили, как отличить финансовую пирамиду от легального проекта, объяснили правила поведения в социальных сетях, так скажем, соблюдение интернет-гигиены. Также разъяснили, какая предусмотрена ответственность. И данные мероприятия, они дают свой результат. В этом году мы также планируем провести такое же мероприятие, вот как раз таки в июне месяце, куда также пригласим блогеров, миллионников и в целом блогеров пригласить для того, чтобы разъяснить новые способы и методы финансовых пирамид. Они же тоже не стоят на месте, совершенствуются. Вот сегодня многие с использованием криптосчетов работают, с использованием криптовалюты, чтобы они тоже знали, и прежде чем рекламировать какой-либо проект, чтобы они убедились в его законности, в его легальности, и только после этого принимали решение о его рекламе. Андрей Владимирович, такой вопрос. Какую несут материальную ответственность блогеры или рекламные агенты, которые допустили рекламу финансовых пирамид? Ну, смотрите, в рамках расследования уголовного дела потерпевшие инициируют гражданские иски в зависимости от потери своих финансовых средств. В дальнейшем уже в суде в случае удовлетворения данных исков выносится решение о взыскании данных денежных средств с осужденных лиц. То есть это уже выносит решение суд. Поэтому, безусловно, материальная ответственность тоже присутствует. То есть и при вынесении уже решения суда это все там прописывается, и в дальнейшем уже осуществляются дальнейшие процедуры по взысканию этих денежных средств в пользу потерпевших граждан. То есть, уважаемые зрители, нужно помнить, да, что автоматически никакой ущерб возмещаться не будет, и необходимо свои претензии, нарушение прав фиксировать соответствующим обращением и гражданским иском. И уже в рамках обвинительного приговора суда, который вступил в законную силу, будет происходить взыскание того ущерба, который был доказан в рамках уголовного дела. Да, совершенно верно. Здесь нужно добавить, что для того, чтобы возместили ущерб потерпевшим по финансовым пирамидам, обязательно необходимо обратиться в правоохранительный орган, то есть написать заявление, изложить все, приложить подтверждающие документы. В дальнейшем только те граждане, которые обратились, им будет рассматриваться вопрос по возмещению им материального ущерба. Те граждане, которые не обращаются в органы, в правоохранительные органы, не обращаются, то, соответственно, возмещение ущерба им рассматриваться не будет. Поэтому это важный момент для того, чтобы вернуть свои деньги, так скажем, попытаться вернуть свои деньги. Нужно обязательно обращаться с заявлением
которое будет рассматриваться в рамках дела, будет собираться доказательная база. Потом суд уже будет выносить решение по возмещению ущерба, по взысканию с виновных лиц, так скажем, с этих организаторов, по взысканию вот этого материального ущерба. Это очень важно. И вот такой еще вопрос по нашим наблюдениям. Мы знаем, да, что очень большое количество финансовых пирамид создается из-за рубежа. И вот организаторы находят людей в Казахстане, на которых регистрируются различные компании, товарищества с ограниченной ответственностью. И тем самым демонстрируется якобы некая легальность присутствия того или иного проекта на территории Казахстана. И вот в частности это мы и по Boxy Wheels видим такую же ситуацию. Вот. Все это служит ширмой для того, чтобы обмануть людей, и все равно они собирают эти деньги не на счета этой компании, а на криптокошельки, например, да, или дропперские карты. Вот к таким людям, которые регистрируют на себя компании или каким-то образом еще принимают участие в деятельности, какие меры принимают правоохранительные органы, ну вот в частности Агентство по финансовому мониторингу? Ну, смотрите, да, действительно, таких кейсы есть, когда, это тоже EOLUS, да, когда вот иностранцы, продвигая свой проект, находят здесь наших граждан в Казахстане, предлагают им заработать, опять же, это не бесплатно, да, предлагают им заработать. Те, в свою очередь, регистрируют на себя компанию, в дальнейшем продвигают этот проект, то есть не убедившись, что он законный, либо зная, да, предварительно зная, что он не совсем законен, начинают вовлекать наших граждан в эту деятельность. И даже если основной доход уходит куда-то за рубеж, данные лица непосредственно принимают прямое участие в распространении деятельности финансовой пирамиды на территории Республики Казахстан. И они также подлежат привлечению к уголовной либо административной ответственности. То есть не нужно думать, что за это не последует ответственности. Если ты на себя регистрируешь какую-то финансовую пирамиду и продвигаешь ее деятельность в республике, ты в любом случае будешь нести за это ответственность. Ну, то есть, как, скажем так, в рамках уголовного права у таких людей, скорее всего, статус будет как соучастник. Да, здесь по каждой ситуации она уникальна, здесь дается правовая оценка. В любом случае проводится досудебное расследование, никто просто так тебя не обвинит. И если ты идешь как соучастник, ты будешь привлекаться как за соучастие. Если же в твоих действиях установят, что ты в Казахстане, именно в Казахстане являешься организатором, то будет лицо осуждено как организатор. Здесь уже тонкости, которые рассматриваются в рамках расследования, дается правовая оценка, распределяются роли каждого из участников преступной схемы. И после этого дело направляется в суд. Суд уже принимает решение о правильной квалификации, о достаточной доказательной базе. Если это все действительно доказано, то суд уже выносит решение о наказании. И еще вот небольшое такое уточнение. Если средство массовой информации допустило рекламу финансовых пирамид, получается, что менеджмент, ну, руководитель, например, средства массовой информации будет нести ответственность по статье 150 КоАП, либо в зависимости от тяжести его могут привлечь по 217 прим. 1 Уголовного кодекса. Здесь в каждой ситуации, я повторюсь, может быть, дается правовая оценка. Хочу сказать, что это действительно является правонарушением, если средства массовой информации, либо какой-то рекламный портал, чат, если они рекламируют финансовую пирамиду, они уже несут ответственность. В каждой ситуации дается правовая оценка, кто причастен, да, и, соответственно, от того состава, то есть либо административный, либо уголовный, здесь уже зависит от ущерба, то есть, да, и здесь данный случай, данный факт, он обязательно рассматривается правоохранительными органами и привлекается к ответственности. Поэтому, уважаемые средства массовой информации, будьте, пожалуйста, избирательны
при приеме заказов на рекламу и проверяйте, пожалуйста, что вы рекламируете. Не делайте это, ну, скажем так, автоматически, да, просто для того, чтобы заработать деньги. Почему? Потому что в том числе благодаря СМИ обеспечивается множественность, да, вот, и масштабность этого преступления, потому что люди все равно доверяют средствам массовой информации. И, скорее всего, после рекламы средств массовой информации в Казахстане, например, ничего перепроверять не будут. Поэтому СМИ должны быть ответственны в этом плане. Да, действительно, прикрываясь, вот даже те же самые организаторы финансовой пирамиды, если что-то публикуется, они обязательно этим будут прикрываться, что это легальный проект, люди верьте, мы там, это наши объявления размещены, там рекламировали, там о нас говорили, там нас показывали, и люди уже думают, ну если на официальных где-то, да, каналах или СМИ их показывают, то, наверное, это 100% легальный проект. И начинается вот эта вот реклама среди самих, да, граждан. Все говорят, это легальный проект, надо вкладывать. Но на самом деле это не является, как показывает практика, на самом деле не является залогом того, что проект является законным. Поэтому СМИ и там, или другим каким-то рекламным агентствам, да, им нужно перепроверять, что они рекламируют, особенно, да, ну, что они показывают, особенно это касается каких-то инвестиционных, да, там, проектов и так далее. А что касается гражданам, если даже где-то публикуется в частных СМИ там, или там, то в любом случае советуем перепроверять, потому что это не является безупречным залогом того, что данный проект, ну, вероятность, да, но нужно это все перепроверять в любом случае. Да, полностью с вами согласен. И вот еще хочу добавить, в наш адрес было очень много негатива, когда мы публиковали информацию по HRT, по проекту «Самокаты» и по проекту GDL. Там мошенники взяли еще такую линию, они стали оказывать помощь детским домам и спонсировать некоторые спортивные мероприятия детские, да. И люди, видя это, тоже считали, что этот проект, ну, скажем так, законный, чистый там и так далее. Мы уведомили даже детский дом в Алматинской области о том, что вот их используют таким образом. Поэтому даже благотворительность тоже не может являться, скажем так, каким-то залогом в том, что проект законный, потому что это может быть частью той ширмы, которой прикрываются мошенники. Да, я больше скажу, что это действительно является одним из пиар-ходов финансовых пирамид. И мы тоже, вот, как показывает практика, видели, что многие такие вот крупные проекты финансовой пирамиды, на самом деле их финансируют из-за рубежа, и вовлеченным здесь гражданам, так скажем, представителям, они финансируют эти деньги специально на проведение вот этих пиар, так скажем, благотворительных акций, когда таким образом они хотят подчеркнуть, что мы вот легально, мы помогаем детям, мы помогаем, в основном используют именно такие благотворительные акции с детьми, что затрагивает, да, душу, как говорится, и начинаешь верить, да, что это молодцы, они бизнес, да, который вот финансируют, там, помогают, да. Ну, на самом деле это один из ходов, так скажем, вот пиар-компаний финансовых пирамид присутствует такой, да, действительно признак. И здесь тоже нужно в любом случае перепроверять. Даже если мы видим, что какие-то пиар-акции идут, какие-то помощи идут там, детским домам и так далее. Андрей Владимирович, и вот в заключение хотелось бы, чтобы вы нашим гражданам сообщили, разъяснили, какие есть официальные информационные ресурсы у агентства по финансовому мониторингу, в том числе, куда можно обратиться с заявлениями, связанными с рекламой финансовых пирамид или с руководством и созданием финансовых пирамид. Можете вот рассказать? Да, я хочу сказать, что в случае, если вы столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, в том числе с рекламой финансовой пирамиды, вы можете обратиться в любой из департаментов экономических расследований по месту вашего жительства. Также вы можете обратиться через колл-центр 1458, короткий номер, либо у нас есть Telegram-бот AFM Insider, там вы также можете оставить информацию, которая будет обязательно рассмотрена. Что касается информирования населения, мы на сайте своем
на сайте АФМ, публикуем список финансовых пирамид. Это те, по которым мы проводим досудебные расследования, те проекты, либо в отношении которых уже состоялись приговора. На сегодня там около 100 финансовых пирамид уже размещено, так скажем. Также хочу сказать, что буквально вот в ближайшее время мы будем публиковать на нашем сайте еще данные о финансовых пирамид, которым проводится расследование МВД. То есть гражданин уже может у нас, мы таким образом хотим вот совместно с МВД создать единый ресурс, да, чтобы граждане там в одно место обращались, да, смотрели, и там уже были размещены все проекты, которые у нас в орбиту уголовного преследования, так скажем, попали, по которым есть приговора и так далее, то есть и могли ознакомиться. Также у нас есть телеграм-бот Байка Пирамида. Он также, с его помощью можно проверить любой проект на предмет наличия признаков финансовой пирамиды. Для этого необходимо внести сайт, либо аккаунт в этот бот, либо наименование БИН юридическое, если это лицо. Ответ, если автоматически выдается в течение минуты, если данный проект уже есть в базе этого бота. Если же нет, ссылка попадает к нашему специалисту, нашему сотруднику, который в кратчайшие сроки рассматривает и дает ответ. Ну, это очень, кстати, важная вещь, да, то, что вы объединяете ресурс с Министерством внутренних дел, потому что мы, например, не знали, где можно было бы проверить, скажем, тот или иной проект, который находится в орбите расследования МВД. Поскольку это подследственность там альтернативная, либо МВД, либо агентство по финансовому мониторингу, конечно же, это очень важный ресурс, который будет информировать граждан. Уважаемые подписчики, хотел добавить, что мы размещаем все ссылки, оригиналы ссылок, оригиналы ресурсов агентства по финансовому мониторингу. Пожалуйста, пользуйтесь только ими, потому что мошенники очень часто могут создавать всякие поддельные сайты, использовать нейросети и выдавать себя за государственных служащих, в том числе агентство по финансовому мониторингу, поэтому пользуйтесь только официальными ресурсами, которые мы сейчас показываем. Андрей Владимирович, большое вам спасибо за очень подробный разговор. Я думаю, что он будет казахстанцам полезен, и проект stoppyramida.kz готов в дальнейшем оказывать всяческую поддержку, и в том числе информационную агентству по финансовому мониторингу. Спасибо большое за столь содержательную беседу, за приглашение. И я призываю наших граждан быть бдительными, обращать внимание на те вот элементарные признаки, которые мы с вами рассмотрели сегодня. Берегите себя и не вовлекайтесь в мошеннические схемы. Спасибо. Спасибо.